В начале февраля этого года на фоне энергокризиса в республике вновь объявили войну с майнингом криптовалют. По поручению президента был создан республиканский штаб по борьбе с майнингом. Работу ведут совместно несколько структур, в том числе и Госстандарт республики. Как это ведомство вместе с правоохранительными органами и энергетиками пресекает незаконный майнинг в республике, узнаем у руководителя департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрика Кокоскерия. Здравствуйте, Эрик. Добрый день, Белла. Итак, с февраля месяца в Абхазии активизировали борьбу с майнингом. Расскажите, какая работа в этом отношении на данный момент проводится? Работа очень сложная. Совместно с МВД, СГБ ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Это и в дневное, и в ночное время. Задействованы все наши силы, все наши инспектора работают в полном объеме. За этот период, что вы обозначили выше, было изъято свыше 1000 единиц оборудования. Оно складируется на складе временного хранения Госстандарта. Также определенное количество аппаратов складируется в СГБ. Мероприятия, они проходят ежедневно. Большую работу, конечно, проводят и сотрудники СГБ, и МВД. У них есть оперативная информация, где могут быть криптофермы. Далее мы проводим совместные выезды, готовим распоряжения, соответствующие документы, чтобы у нас были правовые обоснования, проникать на данного рода объектов, будь то это складские помещения, будь то это квартиры, жилые дома, чтобы все было в рамках закона. Да. Госстандарт, сотрудники Госстандарта всегда присутствуют при вот этих рейдах? Или же бывает, что правоохранители сами? Практически они всегда присутствуют на данного рода мероприятиях. В районах, наши инспектора не представлены, но нам заранее сообщают сотрудники, будь то это МВД или СГБ, или же это могут быть участковые. Мы отправляем наших инспекторов по данным объектам, и уже совместно проводятся эти мероприятия. Так, могу небольшую тоже статистику привести. Да, конечно. По городу Сухум за данный период было изъято 332 единицы. За какой период? За февраль? Это как раз-таки с 6 по 28 февраля, по сегодняшний день. Даже сейчас наши ребята тоже получили информацию, выехали в определенные районы и отрабатывают совместно с сотрудниками МВД. То есть мы постоянно с ними на связи, в случае каких-либо фактов, информации отрабатываем. Бывают даже ложные вызовы, и не без этого. Но в любом случае и сами граждане, бывают, обращаются, у них есть предположение, информация, что на данном объекте могут быть майнинг фермы, отрабатываем, перепроверяем. И по городу Сухум за этот период было изъято 332 единицы, по Сухрайону было изъято 104 единицы, по Гулрипскому району 183 единицы, Ачимчирский район 278 единиц, Гагарский район 129 единиц, Гудаутский район получается 121 единица. Да. Мероприятия, они носят такой характер 24/7. То есть в любое время нам могут позвонить сотрудники, мы выезжаем и стараемся оперативно реагировать. Фермы бывают в разных местах. Последнее в массиве Гумиста мы выявили ферму, которая она была под землей, в бункере. Благодаря сотрудникам СГБ, которые смогли изучить, получить полную информацию, то есть невооруженным глазом невозможно было бы ее вообще заметить, определить, где она находится. То есть это помещение сделали специально под майнинг? Да, специально сделали под майнинг. Видимо, в советское время это была какая-то сеть подземных коммуникаций, может, это бункеры были. И там они смогли соорудить это все, что незаметно было. Незаметно. Кстати, такой вопрос. Как вы находите места, где ведется майнинг? Какие-то сигналы поступают от жителей? Насколько это активно, этот процесс идет? Или же просто Черноморэнерго может по энергозатратам как-то предположить? И также и Черноморэнерго определенную информацию предоставляет, соответствующим службам. Мы эту информацию отрабатываем, перепроверяем.
То есть все службы задействованы, будь то это СГБ, МВД, работают в районах штабы, да, и также участковые, да, участковые в районах тоже определенную информацию собирают, тоже общаясь, видимо, с населением, получают определенную информацию, которая потом перепроверяется. То есть все службы задействованы. Это и домоуправы, и с домоуправами мы как бы ходим по районам, смотрим определенные места, точки, где могли бы дислоцироваться эти фермы. А на местах, допустим, в районах, вот эти штабы из кого состоят? Ну, туда входят МВД, СГБ, районные электросети. Я думаю, руководят штабами главы районов. Да, вот эти службы как бы занимаются этим направлением. Как проходит вот непосредственно сам процесс изъятия аппаратов по добыче криптовалют? Проходит ли он спокойно? Проходит ли он так напряженно? Бывают ли какие-то угрозы, кстати? Или же как бы присутствие правоохранителей как-то сбавляет тон? И угрозы тоже бывают, да. Ну, те службы, которые задействованы, будь то это МВД, СГБ, да, то есть они как-то, все сообща пытаемся абонентам донести, что это мера вынужденная, то есть та ситуация, которая сложилась в сфере энергетики, да, критичная, то есть нужно выходить только таким путем. Нужно изымать оборудование, и вот предусмотрены определенные меры административного воздействия на данного рода абонентов. Там за каждый самовольный киловатт подключения это 2400 рублей. То есть, если, скажем, в среднем, да, ферма потребляет 100 киловатт, вот, получается 240 тысяч рублей абонент должен будет заплатить в пользу государства. Вот по вашим ощущениям, пока вот, или наблюдениям, скажем так, да, такая же борьба велась там год-два назад и достаточно тоже активно. Вот в чем разница сейчас? Картина такая же, как была тогда? То есть так ли много вот этих ферм было, да, людей, которые занимаются майнингом, или же все-таки их стало меньше? Вот в чем разница? Проблема в том, что раньше как бы у нас было определенное понимание, мы отрабатывали по определенным крупным фермам, да, теперь фермы не стали более мобильные, фермы стали располагаться в жилом массиве, в секторах, в квартирах, то есть люди стали брать в аренду квартиры, устанавливать там, да, аппараты, и вот, то есть, как бы... И сложнее выявлять, да? И сложнее выявлять, да. То есть, если энергопотребление не столь значительно, то можно подумать, что там нет майнинга, да? Да. То есть люди, помимо того, что они как бы устанавливают определенные шумбоксы, могут устанавливать иммерсионные ванны, где вообще никакого шума и звука нету, то есть все тихо работает. То есть нужно определять, ходить или поэтажно смотреть, да, какие провода заходят, будь то это в жилой дом или в квартиру, вот так вот точечным способом нужно определять такого рода объекты. То есть раньше и людей, которые занимались, да, данным видом деятельности, было, на порядок меньше. Сейчас люди поняли, что это как бы, такой легкий заработок, что если ты не платишь за электроэнергию, то есть определенная прибыль, и многие стали этим заниматься. Ставят в подвалах, на чердаках, на крышах. То есть нужно в среднем точечно сколько обнаруживается таких машинок? По-разному. Вот буквально в пятницу тоже в городе Сухум выявили относительно крупную ферму, 171 единица, это вот благодаря сотрудникам СГБ. Выявили ферму, оборудование изъяли, как бы, и вот эти мероприятия, могут быть аппараты в количестве 5-2 единиц. К сожалению, да, такое поручение, что в любом случае, хоть 1 единица, хоть 2 единицы, если есть техническая возможность их подключить, они изымаются. Они изымаются согласно определенного кодекса об административном правонарушении. Да, много недовольств, потому что люди ссылаются на то, что есть определенные другие какие-то фермы, которые как бы нужно в первую очередь проверить, когда начинаешь интересоваться, какие это фермы. Дайте, пожалуйста, контакты, координаты, адреса. Вот все так на уровне слухов. Да, так что если вы тоже владеете определенной информацией, если у вас хотя бы есть какое-то направление, где мы могли бы
да, провести свою работу, мы выйдем, отработаем, перепроверим. Но мне кажется, что, наверное, если там 2-3 машинки, как бы обнаружить, наверное, их сложнее, чем, допустим, ферму. Но, тем не менее, если эти 2-3 машинки по всей Абхазии раскиданы... Конечно, вкупе... В этом сложность. Да, помимо того, что сложно выявить 1-2 машинки, да, но вкупе, если взять там 100 абонентов, 200 абонентов, по 2, по 3 машинки, да, это уже определенные мощности, которые как раз-таки и влияют на всю нашу ситуацию. Законодательными нормами какими сейчас регулируется борьба с майнингом? Ну, как раз-таки вот Кодекс об административном правонарушении, статья 96 прим. 1, она состоит из 2 частей. Вторая часть, это как раз-таки касается майнинга деятельности. При повторном, скажем, если у абонента выявили ферму, если в течение года там же находится ферма, выявляется, то уже тогда оборудование подлежит конфискации. Да, при первичном выявлении оно как бы изымается, штраф платится, но потом, согласно решению суда, уже определяется данное оборудование. Или возвращается, или оно как бы задерживается на складе в соответствии с решением суда. Есть еще другая мера, да, это, скажем, не касаемая майнинг-ферм, это, если, скажем, самовольное подключение абонентов, если у них нет разрешительной документации, тогда за каждый киловатт уже 1200 рублей. Вот сейчас даны были поручения тоже Кабинета министров. Много у нас установлено трансформаторов. Вот как раз хотела спросить, устанавливают ли трансформаторы? Как часто? Вот какова картина в этом отношении? Потому что действительно на Кабмине, на заседании Кабмина говорили об этом. Да. Ну, тут проблема носит такой вот масштабный характер. Потому что трансформаторы сами абоненты могут установить без согласования с кем-либо, да, но мы же понимаем, что еще бывают у нас определенные и выборные периоды, да, когда тоже, ну, скажем, кандидат, может быть кандидатом, он в благих намерениях, да, он ставит населению трансформатор, потому что нет технических мощностей, не хватает, да, мощностей трансформатора, но эти трансформаторы вновь смонтированы, да, они должны пройти определенную этап согласования с соответствующими службами. Должны быть даны технические решения, техусловия, должны быть разрешения, все должно быть смонтировано в соответствии с определенными правилами устройства электроустановок, то есть определенные нормативы есть. И много трансформаторов, которые висят, ну, они ни у кого на балансе не числятся. И когда приезжаешь, ты понимаешь, что, да, там фермы нету, там с этого трансформатора запитаны определенные абоненты, то есть они платят за электроэнергию, но трансформатор, он висит. То есть он на балансе ни у кого не значится. То есть было дано поручение навести порядок в этом тоже направлении. Есть, конечно... То есть просто их зафиксировать? Их надо зафиксировать, внести в реестр, поставить на баланс, будь то это единому оператору, это или районной электросети, или это, скажем, если это частный трансформатор, да, он должен получить соответствующие разрешительные документы. То есть сейчас картина такая, что трансформаторы, вот кто захотел, тот и поставил, и так вот они и висят как бы между небом и землей, и даже Черноморэнерго об этом не имеет информации, так? Ну, я думаю, Черноморэнерго сейчас собирает информацию, должны провести определенный аудит. Также было дано поручение те трансформаторы, которые выявляются на майнинг-фермах, да, уже есть такие прецеденты, когда идет демонтаж этих трансформаторов. То есть демонтируются трансформаторы, они забираются, и дальше будем по такому же пути идти. Есть уже такие прецеденты, да. В Гудауте уже есть такой прецедент. Был установлен трансформатор «Мегаваттник» без определенных разрешительных документов. Вот его демонтировали. То есть, кроме того, что там, допустим, кандидаты строят в благих целях для людей, устанавливают трансформатор. Это один из примеров. Или там кто-то, какие-то частные лица захотели, чтобы у них свет там не выключали и так далее, да, запитаться к трансформатору. Строят еще, устанавливают трансформаторы специально для того, чтобы заниматься майнингом. Конечно, да.
И какое там соотношение тех, кто вот, где нет майнинга, а просто обычные люди, которые не хотят, чтобы у них света не было в доме, и между теми, кто занимается майнингом? Вот если есть трансформатор. Такое соотношение вам не смогу сказать, да, такую статистику не могу дать пока. Как раз-таки вот сейчас идет как бы вот этот аудит, проверяем всю информацию, все соответствующие трансформаторы. Нам дали определенную информацию по определенным точкам, где эти трансформаторы есть. Сейчас будем их отрабатывать, проверять. У кого нет разрешительных документов, будем их в законном порядке обязывать, чтобы они эти разрешительные документы получили, чтобы они узаконили свою деятельность. Вот что включает в себя наказание за незаконное подключение и майнинг? Вот вы говорили, штраф там 200... 1200 рублей за киловатт. Это всегда во всех случаях? Все ли платят, кстати, штрафы? Ну, да, все платят. Скажем, если это касается фермеров, да, те, кто занимается майнинг-фермами, то они платят штраф все, потому что в случае неоплаты в будущем они свое оборудование забрать не смогут. То есть это как бы решение суда. В решении суда указана сумма штрафа, период ее оплаты. Далее, когда абонент в будущем уже после решения суда, после оплаты обращается в госстандарт, мы требуем как раз-таки квиток об оплате, и только после этого уже оборудование может быть возвращено абоненту. Как бы такой вот регламент, процедура. То есть такая. Подразумевается, что оборудование будет возвращено когда-то? Ну, согласно решению суда будем действовать. Да. Вы не знаете, какова общая сумма штрафов на данный момент? Ну, сейчас по последнему периоду мы как бы пока до сих пор материалы отправляем в районные суды. У нас свыше там 50 абонентов, уже около 27 абонентов мы материалы направили в районные суды. Дальше вот остальной пакет документов формируется, потому что есть определенная процедура, и сам абонент должен согласиться с предъявляемыми нарушениями, он должен предоставить определенную информацию, паспорта. То есть, ну, это такая работа не сложная, сложно, да, но в одночасье не исполняется. А как бы по прошлому периоду, да, если взять прошлый период, да, там сумма административных штрафов была свыше 14 миллионов рублей. Да, оплатили прошлый период какой там? Это вот как раз-таки 21-22 год. Да. Сумма была свыше 14 миллионов рублей. И вот сейчас тоже, вот когда все материалы перенаправим в районные суды, далее уже будет видна динамика, статистика по оплате и по штрафам. Ну, достаточно большие суммы штрафов и достаточно большая сумма набегает. Куда идут эти средства? Бюджет идут, да. Где-то на какой-то пункт, какой-то адрес бюджетный, какой-то параметр поступает? Или... Там расчетный счет, я насколько понимаю, это минфиновский, то есть деньги туда поступают. Да. Ну, вы говорили о том, что не так много сотрудников для такой работы. Вот с какой нагрузкой работают, и действительно ли каждый день ваши инспекторы выезжают на практически вот такие каждый рейды? день. У нас всего 8 инспекторов, да. Ну, каждый день практически работают. Ну, работа, наверное, нервная, неблагодарная. Насколько вот люди готовы к такой работе, как вот они вот настроены на то, что вот сейчас надо выезжать опять. Бывает такое, разговоры? Да, но это наша работа, наша работа. Сложнее даже приходится, я могу сказать, да, сотрудникам, там, будь то это МВД или СГБ, им на порядок сложнее. Им на порядок сложнее, да, ну вот, это наша работа. Мои инспектора знали, куда идут, где будут работать, какой у них функционал. То есть, как бы, ну, пока с пониманием. Вы не думаете, что следует расширить штат, допустим, сотрудников? Мы предлагали, да, мы свой проект представили в кабинет министров по увеличению штатной единицы. Ну, будем надеяться. Потому что хорошо было бы, конечно, если бы у нас в районах тоже были наши инспектора, которые могли бы оперативно реагировать на все те запросы, те мероприятия, которые предполагают.
Ну вот со дня создания штаба с 6 февраля по 23 февраля было найдено и изъято, по официальной информации, 1050 аппаратов. А вот с тех пор как много единиц майнинга добавилось? Изъятых, обнаруженных и так далее? Вот как раз-таки у меня тоже вот именно эта информация по такому количеству единиц, да. Угу. Такая То есть с 23-го вы больше... Нет, ну, к примеру, там, знаете, еще какая ситуация бывает, что иногда бывает, что, скажем, могут районные службы, да, будь то МВД или СГБ, тоже определенные мероприятия проводить, но потом уже данное оборудование поступает к нам на склад, и потом уже готовятся материалы. То есть там, где мы принимали участие, вот у нас 1020 единиц. Да, но также работают же и другие службы, да, отдельно могут работать и участковые, МВД, СГБ, то есть у них тоже определенные как бы есть мероприятия, но потом уже мы это все компонуем. Вот вы говорите, что аппараты складируются, какое-то время находятся, да, на складах. Да. А как долго идет хранение и какие там вообще условия? Потому что я знаю, что трепетно относятся к своей технике люди, которые приобретают, естественно, тратят деньги на это. Ну, наш склад, да, временного хранения, мы его долго искали, определяли, была определенная комиссия, определили. Сейчас адрес не буду называть, да. То есть там условия хранения... Вы думаете, не знают где? Ну, я думаю, что знают, да. Условия хранения соответствующие. Там сотрудники вневедомственной охраны, там в количестве 2-3 человек, которые несут службу. Там датчики, видеонаблюдение, то есть там все как полагается, под надежной охраной. Если вдруг, ну, не знаю, что-то случится с этой техникой, кто будет отвечать? Ничего не должно случиться. Ну, а вдруг? А что может случиться? Ну, я не знаю, если испортится, отсырела, вода пролилась. Ну, в данном складе, да, как таковой сырости, ну, понятно. Да, сырости, плесени, что-либо, что могло бы повлиять там на платы, на оборудование, такого нету. Я не то, что очень беспокоюсь, просто я, эти нюансы потом могут возникнуть, если люди будут получать обратно свои аппараты. Мы уже сколько, года 2-3 как бы по этому направлению работаем, очень много оборудования было изъято, конечно, потом было возвращено на основании решения суда, чтобы кто-то жаловался, что у него после нашего склада оборудование не работает, или пока жалоб не было. Ну, вот такой вопрос. Да, вы изъяли, что-то по решению суда вернулось там собственникам, да? Устанавливают ли заново? Вот этот прецедент, когда есть рецидив, скажем так, да? Насколько часто происходит? Вот смотрите, как мы все оборудование, что изымаем, да, на каждом аппарате есть определенные ВИН-коды. Мы когда готовим материалы, когда изымаем, все эти ВИН-коды фотографируем, мы их носим в реестр, в электронном реестре, у нас все эти ВИН-коды есть. Но в случае, скажем, когда абонент заплатил штраф, вернул свой аппарат, да, далее это оборудование он может кому-либо перепродать. И если повторно выявляется данное оборудование, но уже другой абонент, другой владелец, тогда как бы статья данного КоАПа, там, части 3, она не действует, когда мы можем конфисковать оборудование. То есть владелец, он как бы поменялся. А если же мы, конечно же, повторно выявляем ту же самую ферму на том же объекте, и владелец, абонент тот же, те же самые ВИН-коды, но если это повторное выявление в течение года, не позже, да, тогда уже оборудование подлежит конфискации. Пока таких у нас моментов не было. А если после года, то... оно как бы получается по новой, да. Конечно, многие фермеры, сейчас так их называют фермеры, умудряются ВИН-коды тоже как бы стирать, убирать. Такое тоже имеет место быть. Тогда вообще трудно работать. Стараемся. Приходится, да. Как получается, стараемся. Как считаете, как долго еще будет актуален майнинг, и что может в корне изменить ситуацию? То есть, когда люди перестанут вредить своей энергосистеме, произойдет это добровольно, как вы думаете, или в силу каких-то других причин? Я не знаю. Я думаю, только в том случае, или же если курс криптовалюты валится, станет невыгодно майнить, или же,
если только... Ну, тоже была инициатива, я помню, чтобы какой-то отель открыть, да, чтобы могли свое оборудование фермеры там ставить и легально производить эту как бы свою добычу криптовалюты. Но тоже как-то почему-то это вот дальше не сдвинуло. Ну, потому что дальше где-то бесплатно делается, ну, конечно, да, если ты можешь бесплатно майнить, конечно, это выгодно. Инициатива была Кабмина, тоже в парламент передавался законопроект, и, насколько знаю, чтобы оборудование, которое было выявлено, да, при незаконном подключении, чтобы оно при первом выявлении подлежало конфискации. Да. Может быть, эта мера была, ну, имела бы эффект. Но в парламенте как бы эту инициативу как бы, ну, она не прошла. Может быть, потому что была легализована в определенный момент? Может быть, конечно, да, может быть. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Как Госстандарт Абхазии совместно с правоохранительными органами и энергетиками пресекает незаконный майнинг в республике, мы узнали у руководителя Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрика Койкоскерия. Спасибо большое. Спасибо.